Сейчас, несмотря на то, что я запоздала, я зачитаю рекомендации по защите от дыма и смога вследствие лесных пожаров. Вдруг кому понадобится. Во-первых, реже бывать на открытом воздухе, выпивать много воды от 2 до 3 литров и исключить газированные напитки. Ограничить физические нагрузки. При усилении запаха дыма также надевать защитные маски увлажненные и дверные проемы, окна нужно закрыть влажной тканью. Также проводить каждый день влажную уборку и несколько раз в день принимать душ и промывать нос и горло. Не есть жирную пищу, не пить и не курить. А тех, у кого давление высокое, измерять давление каждый день и следить за своим здоровьем тщательнее. И если у вас есть такие признаки, как замедленная спутанная речь, сердцебиение, нарушение дыхания, кашель, сильное сердцебиение, головная боль и рассеянность, повышение давления и другие, необходимо вызвать врача. Простите меня за мой вид, я встала 5 минут назад. И зачем я включила камеру? Я буду снимать влог. Ладно, это не будет влог, в общем, я покажу жизнь в дыму. Сегодня, наконец-то, впервые за очень многое время выйду на улицу. Покажу вам вообще, как выглядит город сейчас. Короче, все, я исчерпала свой лимит, поэтому все. Ну и вот как утром выглядит вид из окна. Хочется подышать воздухом, но сейчас такой дым, и воздух весь пропитан этим дымом. Отсюда виды еще прекраснее. Ну вот, как-то так. Очень странная погода, потому что одновременно выпал дождь, влажно, смог всякий, и одновременно дым. О, комарик. Кстати, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Без этой штуки никак не выжить. Так темно просто. Вот надо было обязательно на утро это оставить. Ай, это еще полбеды. Или эту хрень нужно наверх поставить? О, боже мой. Кажется, когда-нибудь эту хреновину я точно сломаю. Но я поняла, что я из дома вообще не выхожу, и дым мне не мешает никак, потому что я просто не живу. Ну, точнее сказать, не живу вне дома, во. Сегодня понедельник, 16 августа как раз. В общем, сейчас одеваюсь и выхожу на улицу. Карта качества воздуха в мире в режиме реального времени. Сейчас мы с вами зайдем сюда и посмотрим. В среднем опасно. 502. Знаете, я жертвую своей жизнью, выходя на улицу. Если что, я снимаю на микрофон камера. Я поменяла объектив. Теперь намного меньше. Шучу, конечно. Куда я без вас-то? Чувствую себя максимально странно. Но посмотрите, триумфа не видно. Ну вот мы в парке. Я поменяла объектив, у меня зум не такой уж большой. Пока я ходила, обмочила все свои кроссовки. Короче, я зашла вглубь парка. Чтобы никого не было, решила снять себя. Аж голос пропадает. Короче, мне стрёмно снимать саму себя. Хорошо, что здесь никого нет. Хотела рассказать о последних новостях, которые произошли за то все время, пока я не снимала новости касаемо дыма. У меня рука устала. Произошло то, что наш мэр новый доложил об обстановке Путину. Самая главная загвоздка в чем была? Путин спросил, ну чё, как вам, помощь нужна? А наш ответил, не, все норм. Вот и все. И, к сожалению, не обошлось без утрат людских. Один человек погиб во время пожара, когда он тушил пожары, и огонь добрался до деревни. Сгорели дома в этой деревне. В общем, все стало настолько плачевно, что вот достучались до Путина, и приехал Трутнев. Ну, в основном вот так. В принципе-то и все. У меня рука устала. Хочется добавить пару слов. Хочу сделать небольшую ремарочку. Мне бы не хотелось, чтобы это видео было супер грустным, как прошлое видео, поэтому все подробности трагических событий и так далее я рассказывать в этом видео не буду. И чтобы не обращать это видео до конца, мне бы хотелось упомянуть и выразить огромное уважение, благодарность всем тем людям, которые хоть как-то помогали этому
делу. Например, это волонтеры и добровольцы, которые решили помочь делом. Например, игровая компания Fantastic выделила 300 тысяч рублей Кабайскому улусу для борьбы с пожарами. Или же компания Майтона, которая выделила водовозную машину для Усть-Алданского улуса. Или же предприниматель Петр Алексеев, который передал жителям села Бескёль 1 миллион рублей. Конечно же, я не назвала всех, но все же хочется выразить огромное уважение таким людям. Тоже подсниму некоторые кадры. Короче, я поворачиваю и иду обратно. О, посмотрите, какие виды. Я сейчас камеру достану. Сделаем вид, что тут есть цивилизация. Хочется сказать слово «я же говорила». Уже конец лета, пожары продолжались все лето. И, как ни странно, у нас все лето не было солнца. Когда снимала первое видео про пожары, я не думала, что я так много буду снимать про пожары. И заметьте, что это только начало лета. А что будет в середине? Я же говорила. И, кстати, еще затрагивая тему того, что как нам мешает дым или нет, вносит свои поправки в нашу жизнь. Например, отменили сезон охоты в этом году, а также густой дым на некоторое время затруднил работу аэропорта и были задержаны даже рейсы. То же самое можно сказать и про движение паромов, которые тоже на время приостановили, но, по крайней мере, сегодня нет дыма. Я надеюсь, сейчас уже ничего не задерживают. В целом жизнь в самом задымленном городе мира, наверное, происходит именно так. Солнца нет, все грустно. Целое лето было таким. Все желтое, в желтых оттенках. Понедельник, час дня. Ну, короче, смотрите, вот такой вот дым. И солнца не видно. Вон оно где-то там. Все-таки не зря я сюда потопала. Но только посмотрите, какой дым. Почти 3 часа. Индекс 494. На 8 снизилась. Все же опасно для жизни. Короче, зачем я сюда приперлась, я не знаю. Как вы можете наблюдать, на улице жизнь кипит. Люди ходят, гуляют, катаются на великах. Я еще специально тихо говорю, потому что мне вообще стрёмно записывать это дело на улице. Дождь и дым. Очень влажно и нечем дышать. Обычно во время дождя как-то дышать хочется, но сейчас что-то не особо. Сейчас я пойду в сторону Речпорта. Это еще километров, я не знаю сколько, мои ноги устали, я переоценила свои физические способности. И, наверное, я закончу этот мини-влог. Не знаю, зачем я сюда пришла. Просто я очень хотела сюда прийти. Хотелось завершить видео совершенно на другой ноте, но мне просто стрёмно снимать, поэтому я буду снимать на телефон. Таким образом влияет на нашу жизнь дым. Вот так происходит. Но жизнь кипит, и, надеюсь, скоро дым уйдет. До сентября осталось 2 недели, и мне кажется, с наступлением холодов хотя бы дым уйдет. Ну, на этом все. Я сделала небольшой влог. С вами была Аина. Пока.